господа, прежде чем я представлю вам соперников, позвольте познакомить вас с судейским корпусом, который обслуживает этот поединок. Бастарыше, главный судья поединка, судья международной категории Дауринбек Джакаев, город Алматы, Казахстан. Төрешлер, боковые судьи у клетки, судьи международной категории Спартак Есимбеков, Телек Бапанов и Бауржан Жуманов. Судья-хронометрист Исатай Илимес. И прямо сейчас настало время представить вам соперников в октагоне. Out of the blue corner, he is 34. His height 194 centimeters, tall, official weight 70.8 kilo. Ему 34 года, рост его 194 сантиметра, вес 70 килограмм ровно. He is URCC welterweight champion on, чемпион URCC. В полусреднем весе his pro record 42 wins and 11 defeats. У него 42 победы при 11 поражениях. Представляет клуб Kill Team, representative USA. Ladies and gentlemen, make some noise. Will Chong. Внимание, его соперник, красный угол клетки. Бойцу 28 лет, рост его 175 сантиметров, вес 70,3 килограмма. Он чемпион организации AFC, чемпион Азии по грэпплингу. Его профессиональный рекорд абсолютно безупречный. 9 боев, и во всех он вышел победителем. Представляет команду Дала Карандарей. Дамы и Казахстанның жауынгері шақырылады. Встречайте по прозвищу Патриот Василий Тахтай. Мы желаем спортсменам удачи. Wish the fighters good luck. Ваш рефери в клетке Манап Каптиев. Дала Fighting Championship бір турнирінің, ең алғашқы турнирінің басты жекпе-жегіне де келіп қалды. Дәл қазір жаңа чемпионның есімі белгілі болады. Жеңіл салмақта Will Chop Василий Тахтай. Манап Каптиевтің рұқсатын аламыз. Бұл титулды айқас 5 раундқа жоспарланған. Естеріңізге сала отырайық. Ал кет! Огромная разница в росте, обратите внимание. Өте бойшаң. Василий ең алдымен күреске ден қояды деп пайымдап отырмыз. Даже такого рослого. О! Первая же атака оказывается на стиле. Аяққа көшті қараңыздар. Чоп бірден аяққа ортасын жасап көрмекші. Позицияны жақсартумен айналысады. Оказывается в халфгарде. Қазір Василий Тахтай. соққылар кетті. Пошло добивание в граундовом паунде. В опасности находится Чоп. Чоп жинақы. Необходимо защищаться. Тың қорғанысқа пошел добивать своего оппонента. И Манап Каптиев останавливает этот поединок. 42 секунд. Василий Тахтай. 40 секунд всего лишь потребовалось Василию, чтобы завершить этот бой досрочно против Уилла Чопа. Нокдаун, одан кейін партерде қарсыласынан бір бас жоғары болды. Ол толықтай бір дикласс деуге болатын шығар. Егер бокс тілімен сөйлейтін болсақ, шынымен де қарсыласынан бір бас жоғары болды. Демек, Дала Fighting Championship'тің алғашқы чемпиондық белбеуінің иегері Василий Тахтай. Бүгіннен бастап оның көрсеткіші одан да мінсіз болады. 10-да 0. Жалпы алатын болсақ 300-де 0, 310-да 0. Өз жетістіктерін қосатын болса. Манап Каптиев ұзаққа созбады. Жекпе-жек мерзімнен бұрын аяқталды.
и господа, этот поединок закончился на 40-й минуте первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал и становится чемпионом организации Dala Fighting Championship в легком дивизионе Василий Патриот Тахта! Аплодисменты его сопернику Уилл Чоу. Василий, Шермурат Калилов, который стоит прямо напротив тебя, после своей победы, своего поединка, пожелал тебе также одержать быструю, яркую победу в первом раунде. И ты действительно вернулся так, как многие ожидали. Как себя чувствуешь? Можно, да? Я сам поддержу. Потому что моя речь будет очень длинной и очень трогательной. Он не только передал эстафету, еще Шингерты дал. Вот, походу, они, наверное, волшебные какие-то. На самом деле, друзья, всем ассаламу алейкум, Астана! Вы самая лучшая публика. Никто не верил нам, когда мы организовывали этот турнир, что мы соберем полный стадион. Так, по моей информации, около 30 тысяч в прямом эфире. Также здесь около 7 тысяч. Всем большое спасибо, кто пришел, кто болел. Я такой тяжелый ремень я еще никогда не одевал, честно сказать. Вот такой тяжелый. Вот. Я представляю молодежное общественное объединение Дала Кырандары. Это самая мощная молодежь Казахстана. На минуточку. И хотел бы, конечно же, начать с... Честно говоря, не думал, что бой так быстро закончится. Я думал, во время боя буду думать примерно, о чем говорить. Но так получилось, что сегодня первый раз тут присутствует моя мама. Мама, можно тебя в октагон? Сейчас я вам покажу женщину-героя. Когда я был маленький, приходил на базар, в 40-градусный мороз, она стояла там, работала, занимала где-то деньги в долг, давала мне, чтобы я поехал на соревнования в другой город. Понимаете, да, вот такой вот у нас спорт. Моментами бывает, нужно всегда что-то вкладывать. И вот этот человек вкладывал в меня все. Все, что у меня есть, это все благодаря ей. Мама, помнишь, один день такой был, когда было очень холодно. Я пришел, вот честно сказать, я здоровый пацан. Даже 5 минут не мог на базаре в 40-градусный мороз постоять, а она стояла, торговала, продавала все, что было. Работала, где могла, лишь бы меня воспитать, такого, каким я стал. Поэтому я тебе бескрайне благодарен за то, что ты пожертвовала частью своей жизни ради меня. И я хочу подарить тебе вот этот вот ремень. Мама, это твой ремень. Я знаю, ты у меня любишь. Ты у меня любишь все такое блестящее, поэтому это тебе. Огромное спасибо. Также, конечно же, как говорится, не забывай, когда будешь летать, не забывай, с кем ползал, с кем делил кусок хлеба, когда нужно было. И стоял друг за друга не только на ринге, в октагоне, на улице, моментами. Тут присутствует мой друг, он даже об этом не подозревает. Мы, знаете, вот настоящие друзья, братья, они как звезды. Их не всегда видно, но мы же знаем, что они есть и они рядом. Поэтому сейчас я хочу сделать такой дерзкий подарок своему другу. Алмаз, Нығман Алмаз есть в зале? Алмаз, Нығман. Нығман Алмаз есть в зале? Он сейчас в шоке будет. Мы все... Ассаламу алейкум. Брат, тебе от меня такой подарок. Ну, как сказать, я не могу сказать, что это маленький подарок, так как это путевка на Умру. Брат, чтобы...
Все, брат, это тебе. У нас очень много интересных историй с детства. А познакомились мы, когда мы учились в разных школах. И когда выясняли, там, кто номер один, туда-сюда, надо подраться выйти. И так мы с ним познакомились. После этого мы не разлей вода. Что хочу сказать для молодежи. На сегодняшний день мы тренируем не только молодежь, но и также у нас есть бесплатные тренировки для полицейских, врачей, МЧС, сотрудников скорой помощи, учителей, военных. Мы тренируем абсолютно бесплатно. Здесь у нас в Астане. Всех ждем у нас в зале, будем тренироваться, становиться вместе сильнее. Самое главное, самая идеология нашего зала – это помощь, опека младшим, уважение, почет старшим. Нельзя забывать, нельзя драться на улице. Всегда нужно придерживаться здорового образа жизни. Без наша курлыка карсумас. Мы против наркотиков, против синтетики и всей этой грязи. Если вы не будете употреблять, то, соответственно, у вас все получится. Если у меня получилось, то и у вас получится. Я со Астаны, самого гангстерского района, это лесозавод. Я родился здесь, вырос, и я знаю, о чем говорю. На моих глазах ребята, вот наши с ним друзья были, они уже покойные, начали увлекаться наркотиками, до хорошего это не довело. Поэтому не ищите легких путей, всегда тяжелый труд, дисциплина, самоотдача и любовь к родине. В первую очередь задайте себе вопрос, что для вас такое патриотизм? Когда вы себе ответите на этот вопрос, я думаю, мы с вами встретимся у нас в штабе Дала Крандара. Ассаламу алейкум! Василий, еще один последний вопрос. Ты сам видишь, как тебя встретила астанинская публика, как много ажиотажа ты сегодня создал. Можем ли мы рассчитывать на твое дальнейшее возвращение в клетку? На сегодняшний день я являюсь еще и тренером на моем таком пути. И у меня сейчас 3000 учеников, это в Астане. Это моя армия, мои ребята, за которых я готов всегда, и они за меня. Поэтому я думаю, здесь половина только они. Вот. И что касается дальнейшего моего выступления, у меня есть менеджер, который, я думаю, сюда меня вернуть было тяжело. Получилось только у единственной лиги. Дала Fighting Championship. До этого ни одна лига не могла потянуть мой гонорар, чтобы вы понимали на момент. Поэтому я думаю, все зависит от моего менеджера. Если менеджер, можно вас на секунду? Я, конечно, не стремлюсь UFC там, но особо мне это и не интересно, честно говоря, потому что я занимаюсь молодежью. Нам нужна наша молодежь. Вместо меня одного я могу вытащить 3000. 3000 бойцов могу, которые будут поднимать так же флаг, как и сегодня на турнире. Я могу это сделать. Мы можем с вами все вместе. Поэтому, если будут в Астане интересные бои, интересные имена громкие, кстати, там я готовился вообще к другому сопернику. Почему-то не получилось, но если он захочет, я готов. Делаем. Все. Дамы и господа, Василий Тахтай! Василий Тахтай и Нурадин Садыков. Ну а прямо сейчас... Извиняюсь, мне кто-то обещал, по-моему, 2 лимона. Всем ассаламу алейкум, Казахстан! Ребят, вчера в соцсети попало видео, где я сказал, если Вася досрочно закончит свой бой, я ему сделаю бонус 1 000 000 тенге. Брат, я был уверен, этот 1 000 000 уже в руках у меня, брат. Поздравляю тебя. Моему шефу, дай, пожалуйста. Кто шеф? Маленький шеф. Спасибо. Это только 1 лимон. А где второй? Мирбулат. Ассаламу алейкум. Жеңіс құтты болсын, қазақ елі. Василий Тахтай, нағыз патриот. Өзінің атынан, көптеген жастар келе жатыр, із басып. Вася, жеңіс құтты болсын. Сен қазір раздевалкаға жеткенше дейін. Телефон номерім бар. Каспиға менің атынан 1 000 000 теңге. Құтты болсын, қазақ елі, жеңіс. Дала қырандары! Дала қырандары! Дала қырандары! Друзья, супервайзер турнира Мирбулат Таитов. Ну а прямо сейчас микрофон в руки Нургали Турсунгазиева. Ассаламу алейкум, кеш жарық Астана. Көңіл-күй қалай? Барлықтарыңызға алғысым шексіз. Алда осындай турнирлар бізде көптен болады.
Василийді жеңісімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы жастарға осындай мотивация болады деп ойлаймын. Біздің жігіттерге алғысым шексіз. Дала қырандар жастар бірлестігі жасасын. Қазақстан! Дала! Күшіміз бірлікте. Барлықтарыңызға рахмет. Спасибо, спасибо большое, друзья. Ну что, это было невероятно. Астана, вы потрясающие. Спасибо, что все это время вы были с нами на турнире DFC. Я еще раз напомню, что турнир организован при поддержке Министерства спорта и туризма Республики Казахстан и акимата города Астана. Я, құрметті көрермен, осылайша біздің турнирімізде аяқталып қалды. Біз сіздермен келесі Дала Fighting Championship турниріне дейін қоштасамыз. Қош сау болыңыздар. И не забудьте, что с вами были Мадиев Сатай, Арман Тархманов. До следующего Дала Fighting Championship.